С Днем Победы! Ура! Парад Победы на Красной площади завершен, но его торжественное эхо еще долго будет звучать в сердцах миллионов. Он в очередной раз напомнил о неразрывной связи времен, о величии подвига народа-победителя. Центральным событием, конечно, стала речь президента России Владимира Путина. В своем выступлении глава государства обратился к историческим основам праздника, подчеркнув решающий вклад советского народа в разгром нацизма и спасение мира. Мы свято чтим заветы и наследие солдат Победы. Забота об отчизне объединяет всю нашу страну, весь народ России. А сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны, ее подлинной истории, истинных героях для нас дело чести. Мы всегда будем помнить подвиг советского народа. То, что именно он внес решающий вклад в разгром нацизма, спас свою страну, спас мир, положил конец тотальному, беспощадному злу, вернул суверенитет тем государствам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией, превратились в покорных соучастников ее преступлений. Наш солдат внес колоссальные потери, колоссальные жертвы во имя свободы и достоинства народов Европы, стал воплощением мужества и благородства, стойкости и человечности и увенчал себя великой славой грандиозной победы. Но, как было отмечено, эта историческая память – это не просто достояние прошлого. Она служит источником силы для настоящего. Президент провел прямую параллель между подвигом поколения победителей и мужеством воинов, которые сегодня выполняют задачи в зоне специальной военной операции, противостоят новым угрозам и продолжают дело своих предков. Великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции. Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО. И несмотря на это, наши герои идут вперед. Рядом с российскими воинами рабочие и конструкторы, инженеры, ученые, изобретатели. Они продолжают традиции своих предшественников. Опираясь на современный боевой опыт, создают передовые, уникальные образцы вооружения, разворачивают их массовое производство. Но как бы ни менялись техника и способы ведения боя, неизменным остается главное – судьбу страны вершат люди. Таким образом, главный парад страны стал не только данью уважения великому прошлому, но и мощным посланием о настоящем, о единстве народа, его армии в защите своего суверенитета и будущего. Для нас же, для Абхазии, этот день в Москве отмечен еще одним важным событием. Наш президент Бадыр Зурабович Кунба присутствовал на параде в качестве почетного гостя по личному приглашению Владимира Путина. Амичпар Руслан специально для Абхазской государственной телерадиокомпании. Москва.